Ежегодно военный комиссариат города совместно с ДОСААФ России в Инте проводит набор молодых людей, которые хотят получить специальность «военный водитель». О том, как овладеть новыми знаниями бесплатно, специалисты рассказали на прошедшей в общественной приемной главы Коми прямой линии. В сезоне есть возможность обучить 30 подростков специальности «военный водитель». Первая группа в составе 12 человек уже прошла обучение осенью. Сейчас идет набор на второй поток. Категория С предполагает управление транспортными средствами более 3,5 тонн, грузовики. В нашем городе присутствуют только автомобили «Уралы». Но по окончанию они могут быть не только военными водителями, но и использовать эту категорию в гражданской жизни, что дает возможность работать и дальнобойщиками, и в какой-то другой сфере. Вот, в общем, дает широкий спектр. В этом году план обучения по обучению курсантов – это 30 человек. 30 человек с 3 городов. Конечно, это мало. Курсантов гораздо больше, поэтому кто успел, тот и получил специальность. Вот. Мы очень рады будем, если курсанты подойдут в военкомат. Обратиться они должны в нашем городе к Николаю Николаевичу, военному комиссару города Инты, а в других городах, город Печора, город Воркута, обратиться в военные комиссариаты своих городов. Обучение проходит на базе ДОСААФ России. Как правило, при наборе предпочтение дается молодым людям в возрасте от 17 лет, студентам среднего профессионального звена. Интинский политехнический техникум для нас является базовым вузом на территории муниципального образования, который, скажем так, на 80% подготовка курсантов в Интинской автомобильной школы ДОСААФ. Это выпускники Интинского политехнического техникума, которые заканчивают последний год обучения и которые комплектуют первый взвод. По ВУЗ 837 военный водитель. Обучение согласно нормативных документов сейчас стало жестко. Начинается с 1 октября. И на первый взвод от нас требуют 10 человек. Вот, и мы совместно с Ольгой Николаевной, Юрием Леонидовичем проводим работу, агитируем ребят, говорим им, что это первая рабочая профессия, вы еще диплом не получили об окончании учебного заведения, но уже приобрели востребованную рабочую профессию. Параллельно с приобретением специальности «военный водитель» можно получить еще одно образование. И сделать это намного быстрее. Например, научиться управлять легковым автомобилем гражданин может только пройдя 3-месячное обучение, а курсант ДОСААФа сделает это уже за 2 недели. У меня вот ребенок учится в школе, мальчик. Хотели бы отучиться на категорию «Б». Сколько будет стоить это и сколько учиться по времени? И со скольки лет? Вот еще у меня вопрос. Здравствуйте, меня зовут Ольга Николаевна. Я отвечу на ваш вопрос, но в рамках нашей беседы отвечу еще немножечко пошире. На категорию «Б» вы можете прийти к нам учиться с 15 лет, но если мальчик здоров, если ваш сын намерен пойти служить в армию, то кроме категории «Б» вы можете бесплатно получить категорию «С». Для этого нужно будет по постановке на учет в военкомат сообщить об этом, сказать, что вы хотели бы получить бесплатное обучение. Вот. Военкомат когда на учет стоит? Мы ставим на учет с 1 января по 31 марта, то есть когда ребятам, гражданам мужского пола исполняется 17 лет. Вот в текущем году мы поставили на первоначальный воинский учет мальчишек, которые родились в 2005 году. То есть вот когда планируете встать на учет, сообщайте в военкомат, и параллельно мы сможем вас обучить на категорию «Б» уже со скидкой. Получается не полная стоимость, а более дешевле. Для подробной консультации можно будет обратиться к нам 6 26 40. У меня родственник хотел бы отучиться на категорию «Б». А будет ли какая-нибудь скидка, если он еще будет учиться на категорию «С» военкомата?
А когда планирует родственник в этом году, в следующем отучиться от военкомата? Скорее всего, в этом. Ага, здравствуйте, меня зовут Ольга Николаевна. Значит, если ваш родственник будет учиться на категорию С от военного комиссариата направлен, он будет учиться бесплатно. А категория Б, соответственно, будет стоимость снижена. Получить специальность военный водитель можно совершенно бесплатно, но для этого необходимо обладать хорошим здоровьем, то есть иметь категорию годности А, не быть судимым и иметь желание после обучения пройти срочную службу в армии. Если все эти требования совпадают, то в этом году, 2 марта, вы можете попасть к нам на обучение. Обучение длится примерно 3 месяца. То есть в середине мая у вас уже будет экзамен ГИБДД и права на руках. Все обучение состоит из 2 этапов. Это вождение 72 часа на Урале и теоретический курс. Лекции проводятся ежедневно с понедельника по пятницу вечером. Занятия будут либо в 4 часа, либо в 5 часов. Это на собрании вам скажут. Молодой человек ничего не платит за обучение, но обязанность его получить права. То есть он не может отказаться в середине обучения. Ну, например, походил пару дней, ой, это не мое, я не могу. Он должен решить и до конца довести свое обучение. В конце, когда он получит права, все обязанности с него снимаются. Понятно. Единственная обязанность, согласно статье 59 Конституции Российской Федерации, значит, в год обучения вы обязаны прибыть по повестке, явиться в военного комиссариата, пройти медицинское свидетельствование, еще раз убедиться по состоянию здоровья, оно должно быть, вы должны быть здоров в категорию А, прибыть на заседание призывной комиссии и в этом же календарном году убыть служить в ряды вооруженных сил Российской Федерации по призыву. Вторая группа должна приступить к обучению со 2 марта. Третий поток курсантов намечен на конец июня. Это пока примерные даты. Свои изменения могут внести эпидемиологические ограничения. Здравствуйте, это диспетчер вас беспокоит. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вопрос такой. Когда первая группа будет набираться на водителей, то есть учебный процесс, когда начнется? Здравствуйте, меня зовут Ольга Николаевна. Здравствуйте. Очень приятно, что вы позвонили, диспетчеры. Ближайший набор обучения у нас со 2 марта. Следующий набор планируется летом, в конце июня. Если этот год, то даты такие. Если вы планируете обучаться на следующий год, то даты нужно уточнять в военном комиссариате города Печоры. Чтобы освоить профессию военного водителя, призывники проходят обучение в течение 3 месяцев. ДСАФ предоставляет своим курсантам из других городов комфортные условия проживания на все время учебы. Зовут меня Ирина, город Печора. Хотела узнать, у меня сын собирается летом учиться от военкомата. А скажите, пожалуйста, проживание у мальчика где? Здравствуйте, меня зовут Ольга Николаевна. Я отвечу на ваш вопрос, Ирина. Проживают они у нас в общежитии. Это 3-й этаж, комната секционного типа. В комнате проживает по 3-4 человека. На каждые 2 комнаты у них душевая кабинка, туалет. Кухня общая. На кухне они могут готовить. Им предоставлена там посуда, холодильник, микроволновка, плита. Продукты и готовка – это самостоятельно. Постельное белье, полотенца мы молодым людям предоставляем. Также у них есть там тренажеры для занятия спортом небольшие, телевизор и Wi-Fi. Вот. Проживают они по распорядку дня. Утром у них подъем, зарядка, занятия, общественно полезные работы, вождение и физкультурные занятия вечером. И отбой по расписанию. Нужно будет, чтобы молодой человек взял с собой несколько форм одежды для занятий спортом, для работ общественных,
торжественная одежда для обучения и повседневная одежда для обучения. В этом году по направлению военкомата специальности военный водитель смогут обучиться еще 18 ребят.